Завтра, 7 мая, в Казани в Татарском академическом государственном театре оперы и балета имени Мусы Джалиля с участием временно исполняющего обязанности президента Республики Татарстан Рустама Минниханова состоится республиканское мероприятие, посвященное 70-летию победы в Великой Отечественной войне. С Нурлатского района на мероприятии будут участвовать 9 тружеников тыла и ветеранов войны. Среди них труженица тыла Анна Бурлакова и ветеран войны Александр Лебедев. Муж, 2 брата, 3 сына и 3 внука. И у каждого своя военная форма. Анне Бурлаковой было 11 лет, когда началась война. Беззаботное детство ребенка сменилось тяжелыми трудовыми буднями. Я кончил 7 классов и пошла работать в колхоз. Все лето в колхозе. А потом выходные дни, когда давалось, у нас родное село, Верхняя Кармалка. 12 километров от Черемшана. Каждый выходной туда бегали, и там работали на своем огороде. У нас дом там был, и участок там был, огород. И вот туда бегали. 12 километров взад-вперед. Тогда все пешком ходили. И с лошадьми работали, и сено косили, и жало, и вязало, и цепами молотили. Все было. Но колхозная работа, тогда ведь не было машин. Каждый мужчина в семье Бурлаковых отдал долг родине. 2 брата погибли на фронтах Великой Отечественной войны. 2 сыновей служили в ракетных войсках, а 3-й сын в Афганистане. И даже внук успел надеть военную форму. 2 сына высшего военно кончали. Один майор, другой подполковник, сейчас уже на пенсии. 3-й сын, вот с которым живу, он тоже старший лейтенант. Он Афган у меня прошел. Младший внук у меня в Пскове был десантником. А у одного сына, сын сейчас тоже военный, тоже воинская часть, капитан. Так что я, мать, для своей родины все отдала. Вместе с Анной Андреевной и с другими ветеранами на праздничное мероприятие, посвященное 70-летию Победы, едет и ветеран войны Александр Лебедев. Костюм его отглажен, грудь ветерана уже украшает новая юбилейная медаль. Праздник для нас, конечно, как он, бережный какой-то, больной вроде, пережитый такой. Не дай бог никому больше такого, чтобы никто не видали из молодых, это такое. Александр Лебедев, ефрейтор 355-го отдельного инженерного батальона Черноморского флота, в 17 лет был призван в ряды советских войск в 1944 году. Однако и после победы домой вернулся лишь спустя 6 лет. Крым освобождали, Симферополь, Бахчисарай, Севастополь. Сильные бои были за освобождение Севастополя. Тут целая приморская армия легла. Вера Лебедева, как труженица тыла, жена участника войны Александра Петровича, с нетерпением ждет великий праздник Победы. Для нас это радость. А вот отец погиб, вот у него там все равно за сердце это все берет. У меня вот папин брат тоже. Ну, много там, много. Уже завтра 9 ветеранов войны и тружеников тыла отправятся на торжественное мероприятие вместе с президентом на встречу Великой Победе.